Вот избита, никто не смотрел. Даже районной полиции мы столкнулись с беспределом. Нос, да, гематомы. Нос сломанный это. Вот Потому шея, что- затылке удар был. Потому что это в Шетском районе в отделе полиции довели до такой. После мучений Сейлбекова Нурлана, психологические давки, морально-физические, кредитов навешавшись на нее. Вот эти кредиты. Даже заставлял покупать на служебную Ниву шины. Помните, аким поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области сел на скамью подсудимых. Он подозревается в покушении на изнасилование 23-летней девушки. Аким сидит в изоляторе, на судебные процессы его привозят конвоиры. Прокурор Курмет Жанабергенов, вот он, заявил суду, что смягчает обвинение Акиму. Прокуроры отказались от статьи покушения на изнасилование. Теперь прокуратура вменяет ему статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Родители потерпевшей в шоке. Отказ прокуратуры от прежнего обвинения вызывает у родителей недоумение. Они показали заключение экспертизы, и там указано о средней степени вреда здоровью. Но прокуратура в своей речи указывает, что травмы легкие. Родители девушки заявили, что никаких вновь открывшихся обстоятельств по делу не установлено, а значит, мотива менять обвинение не было, тем более на стадии прений, когда речь идет о завершении судебного следствия. Асыл Рахмжанов, являющийся отцом девушки, просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на действия районной прокуратуры. Согласно материалам дела, аким поселка Акшатау Шетского района проживал вместе со статистом аппарата акима, 23-летней девушкой, в служебной квартире в поселке Акшатау. Они спали в разных комнатах, но год назад, в январе 2024 года, он пришел ночью в квартиру в нетрезвом состоянии и лег рядом с ней. По словам девушки, аким ее изнасиловал, а утром извинялся и просил не говорить ни ее родителям, ни его жене. Спустя несколько месяцев она узнала о беременности. На фоне стресса открылось кровотечение, и она прервала беременность. Однако аким отрицает факт изнасилования. Орган следствия не доказал это, и поэтому данный эпизод акиму не вменялся. Далее, согласно материалам дела, 3 мая 2025 года в 6 часов утра между акимом и девушкой произошел конфликт. Но эту ситуацию потерпевшая и аким описывают по-разному. По словам акима и по версии прокуратуры, в то раннее утро аким поселка избил ее, потому что она просила поехать с ней в Караганду и рассказать о прошлой беременности ее родителям. Но он не хотел ехать в Караганду к ее родителям. Но сама потерпевшая рассказала, что аким хотел изнасиловать ее. Он схватил ее и склонил. Чувствуя страх и уязвимость, она стала сопротивляться. Пытаясь подавить ее волю, чиновник причинил ей травмы.